В рамках реализации программы энергосбережения только за последние годы на площадках комбината появились 3 современные блочно-модульные котельные. 2 из них мощностью 7,9 и 2 мегаватта действуют на промплощадках подземного рудника. Самая мощная на 10,5 мегаватт расположена на территории обогатительной фабрики. По словам руководства энергоцеха, строительство и эксплуатация современных котельных позволило предприятию в разы сократить расходы. К примеру, затраты на эксплуатацию старой котельной на руднике ежегодно обходились в 8 миллионов рублей. Но с современным оборудованием таких трат нет. А еще оно полностью автоматизированное и тем самым безопасное. Если происходит сбой по какому-нибудь параметру, а там много всяких параметров, так, основные там 7, которые у нас существуют, так, по правилам. Это, в частности, вот несанкционированное проникновение на котельную, значит, падение давления теплоносителя, падение давления газа, температура теплоносителей и так далее. Вот. К нам приходит сообщение по GSM-каналу, вот, и в результате мы уже знаем, на какой котельной возникли какие-то проблемы. Люди туда выезжают, принимают меры и устраняют какую-то неисправность. Надежность, безопасность, экономичность – вот 3 главных условия успешного труда, которые, по мнению руководства энергоцеха, должны неукоснительно соблюдаться работниками. Без этого, каким бы ни было оборудование, невозможно бесперебойное снабжение цехов филиала энергией. На нашем предприятии очень большое внимание руководство уделяет рабочим династиям. Вот. У нас только в нашем цехе, значит, есть такие рабочие династии, это как династия Байбуловых, Мустафиных, Байковых, значит, Пешковых. То есть здесь работают их родители, и теперь уже начинают работать и дети. Благодаря реализации программы энергосбережения вот уже несколько лет зима не становится проблемой для сибайского филиала Учелинского горно-обогатительного комбината. Елена Афанасьева, Эгуль Хамитов, Дамир Хайбуль, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.